Друзья, всем привет! Многие пишут ВКонтакте, в Ютубе на старые ролики: Андрюха, где рыбалка? Ребят, на самом деле рыбалки были много рыбалок, но просто нет результата вообще никакого. Вода большая, идут целыми днями дожди, так что просто бедствуем, ребят. Реально, уже начало августа, лето заканчивается, в Оконцове не было рыбалок вообще никаких. Немного поспиннинговали, ездили пару раз на ночь, но в Оконцове вообще никак. На днях ездил к родителям домой, отдыхал и на ночь поставил доночки, чисто так ради интереса попробовать. Потому что раньше так рыбачил часто и отлично получалось вообще. Опять же, все мимо, ребят. Ну, я выложу контент, потому что надо какой-то видосик для разнообразия. Ну и в целом, так чисто ради всего этого, то, что мы делаем с вами вместе, пускай оно будет. Всем большой привет, ребят, от меня. Не теряйте. Я думаю, осень будет хорошая, и осенью мы оторвемся, ребят, просто от души. В данный момент на больничном, заболел мальца. Ну, переживем, переборемся, ребят. Так что все нормально, все хорошо, все живы, здоровы. Рыбалка будет, но, ребят, чуть попозже. Так что не теряемся. И, пользуясь моментом, ребят, хочу сразу же порекомендовать каналчик. Каналчик своего отца, ребят. Отец у меня также на ютубе, уже почти 100 тысяч. Давайте, ребят, поможем ему набрать эту соточку, потому что осталось там 3 тысячоночки и будет 100 тысяч. Я просто рад за него. Кто любит шансон, ребят, душевные лирические песни, пожалуйста, это для вас, ссылочка в описании. Помимо, ребят, мужчин и мужиков, что в плане шансона это блатная песня, нет, ребят, многие ошибаются, девушки и женщины, все тоже для вас. Так что ссылочка в описании, переходите, ребят, поддержим отца. 3000 ему немножко осталось набрать. Ну, будем снимать потом серебряную кнопочку, я думаю, возможно. Но это все в будущем. Также, ребят, Инстаграм и ВКонтакт, ссылочки все в описании, ребят. Многие пишут: Андрюха, давай спишемся, созвонимся. Вот мой WhatsApp, вот мой Viber, номер телефона, прямо пишут в комментарии, ребят. Все для этого, для вас я делаю вот именно там в описании контакт, Инстаграм, там списываемся, ребят. Не будем публиковать каждые номера, там туда-сюда, все это в описании. Всем приятного просмотра, на связи. Ребятушки, всем привет! Ну что, ребят, погоды нет, лета совсем нету. Начало августа, так и не видели тепла толком. Каждый день идут дожди, ветер, дождь, ветер. Там день-два солнышко выходит и потом опять дожди, короче. Вода большая, рыбалки нету никакой. Ну, даже можно пробовать, в принципе, но в такую погоду, ну, я не знаю, смысл ехать мочиться. Сегодня, ребят, в планах у меня поставить доночки на ночь. Приехал я в родной поселок Первомайский. Рядом мостик. Тут даже вот буквально пару километров стоит мой дом детства. Мамке позвонил, сказал: готовь ужин, скоро приду в гости. Что-то, ребят, ну, охота, рыбалки какой-то охота, но я не знаю, что придумать. И сегодня вот хочу поставить доночки на ночь. Раньше этим занимался, даже когда ходил в школу постоянно. До школы придешь, проверишь, поймаешь рыбки, после школы идешь, заряжаешь заново. И вот так донки стояли всю ночь, донки топишь как бы.
Ну, в принципе, поселковые, все друг друга знают. Обычно как бы не трогали, там, не обрывали. Есть, конечно, пиздюки, которые там делать нечего. Вот они вот. Ладно, проверить, думаю, портить снасть, вот это самое неприятное. Донки буду, ребят, ставить на миногу, но миногу надо будет попробовать наловить, так как вода слишком большая, кочки затоплены. Рядом, которые кочки есть, они свежие, соответственно, минога там не заселилась. Ну и, ребят, погода у нас, конечно, ужасная, я не знаю, придется раздеваться. Миножника давно уже у меня нету. Пробовал позвонить местным, когда еще был дома, где-то поспрашивать миножник, так, короче, ни до кого не дозвонился, но ничего. Зимой моржую, так что ничего страшного. Будем пробовать. Сейчас спущусь ниже по обрыву и буду подниматься вверх, так чтобы муть уходила вниз и свежие кочки не замывало и было видно. Попробуем. Такой как раз момент, нет дождя. Вот сейчас буквально ехал сюда с Визинги, дождь шел прям серьезно. Трава, вон вот, трава сырая вся. Попробуем, не знаю. В принципе, надо накопать, ребят, всего лишь 10 миножек на закидку, больше как будто бы и не надо. Бывает так, что находишь хорошую кочку и с одной кочки находишь там 15-20 штук. Если это удастся, то будет вообще хорошо, чтобы не замерзать, не мерзнуть, как бы не заболеть. Не знаю, ребят, попробуем, так что погнали. Я думаю, что-то как-то мы попробуем придумать. Хрен знает. Ну, можно было ехать на ночь, но, ребят, сидеть мокнуть, как бы. Такой результат попробуем, что у нас получится, так что будем смотреть, ребят. Самому интересно. Ну, надо потрудиться. Сначала надо потрудиться, поймать миног, потому что это самое главное. Вода еще не сильно холодная. Осень еще, до осени еще далековато, так что на червя там, на горох ставить смысла не вижу, потому что ты поставишь с вечера, у тебя уже мелочь позбивает. Надо конкретно миногу, конкретно будем пробовать ловить хищника. Ну все, ребят, давайте. Меньше слов, больше дела. Оба. Сразу извиняюсь за ветер, ребят. Возможно, камеру задует сильный ветер на реке. Сейчас под обрыв спустился, возможно, здесь потише будет. Ну вот, сейчас где-то примерно с будки начну. И вот кочки видно есть. Как будто бы. Главное, чтобы они не свежие были. Если будут свежие кочки, то это будет тяжело. А нырять как будто бы неохота. Ладно. Идем, раздеваемся. Так, что у нас по времени? По времени у нас 15:58, 4 часа. Ну, в принципе, нормально. Температура какая у нас? Сейчас посмотрим температуру. Ну все, надо здесь останавливаться. Может, чуть дальше. Здорово были. Как дела? Вообще все неплохо. У меня тоже ништяк. Слышишь, погоду скажи на сегодня, что у нас там? Сегодня в Москве от +10 до +18 небольшой дождь. В Москве, а в Визинге? Сегодня в Москве от +10 до +18 небольшой дождь. Погода в Визинге, Республика Коми. Сейчас в Визинге +10 облачно с прояснениями. Понял, спасибо. 10 градусов, ребят. Ну, вода, наверное, градусов 6 может. Поморжуем немного, что? Погнали. Ну что, вроде разделся.
Надо ведерко достать. Вот ведерочка. Ведерочка, ведерочка. Но на стекло этот, как не напороться, здесь рядом дорога, молодежь отдыхает, кидает бутылки, лишь бы не напороться. Ох ты, бля. Да, водиться, конечно, дай бог. Ну ничего, люди северные, должны нормально закаляться. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Вот кочечка вижу, там кочка. Ладно, посмотрим. Так, ребят, попробуем, что. У меня сколько? 6 доночек, по 2 поводка, это 12 миножек на зарядку. 12 миножечек надо надыбать. Ну, я думаю, найдем. Постараемся найти. Сейчас люди, наверное, на понтоне ходят, скажут, что за дурак, блин, что тут делает. Люди в шапках ходят, в куртках, а тут купаются. Ладно, погнали. Так, ну миножником бы попроще, конечно, было. Но, говорю, не нашел я миножник. А делать что-то желания нет. Сейчас достану, а потом будем смотреть. О, вода ледяная, ребятушки. Вообще. Кочка такая нехилая. Вот видите, муть, ребят, идет, и специально надо подниматься выше по течению, чтобы видно было кочки. Ох ты. Так, тут еще кусок остался. Сейчас уже добью. Ну, вроде все. Обычно сразу выпрыгивают. Аж дыхалку сводит, блин. Обычно сразу выпрыгивают. Неужели свежая кочка? Это будет плохо. Нырять как будто бы неохота. Не, походу свежая, ребят, смотрите. Кочка-то хорошая. В таких кочках должно быть. Ну тут тишина. Да. Печалька. Печаль печальная. Сразу же бы было понятно. Если бы кочка живая была бы, было бы сразу. Ладно, что, попробуем еще. Кинул, ребят, маленькую кочку. Вообще ни о чем. Смотрите, есть миножка. Вот самая ходовая. И не крупная, и не маленькая. То, что надо. Да, вода, ребят, холоднющая, блин. Вот даже в такой маленькой, видите, есть. Копанул он здесь сбоку. Чуть-чуть. Ну-ка еще попробуем. Одна есть уже. Одна уже есть. Опа. Одна есть. И все. Больше нет, что ли? Нет. Факт в том, что можно найти. Придется постараться, конечно.
Лодочка, лодочка. Бррр. Малышка. Походу, ребят, рыбалка проходит просак. Сколько прошел? Вот здесь еще одну нашел. 3 штуки у меня. Я думал, будет намного проще. Ноги уже все сводят. Не могу. Обрывы заканчиваются. Свежие кочки. Вот, видите, ребят? Вот недавно вот это. Совсем недавно копал минок. Короче, нету нормальных кочек. Все уже выбрано. Маленькие кочки какие-то есть, но в них нету. Вода прибыла. Надо глубоко заходить, чтобы найти. Глубоко как-то неохота вообще. Вода реально холодная. Нету. Что делать? Как быть? Как быть? 3 штучки. О, ракушечка. Иди, подруга, живи. Как-то надо стараться. 7 штук, кровь из носа. Помню, пацанами так вот лазили тоже. Сил нету кочку достать вдвоем, там ее качаешь. Ну, находили все равно. Перед рыбалкой специально ходили, собирали, прятали их в воде. Потом вечером шли на рыбалку. Вот, хорошая кочка, но она глубоко. Слишком глубоко. Ну и там сразу глубина идет, блин, здоровая. Фу. Короче, беда бедой. Короче, ребят, психанул. Намочил трусы, но не суть. Пришлось залезть поглубже, вот, нашел, подергал. 8 штук, короче, мои, ребят. Ну, тоже не дело, блин. Еще хотя бы 2 и будет закидка. Это 5 доночек. У меня вроде 6. Надо 12. Короче, ребят, еще 4 штучки. Ну, хотя бы 2-3, без разницы. Ноги уже сводят, не могу. Да. Ну, быть как. Как-то так. Миножником бы тоже замучился ковырять. Попробуй, дерни еще. Так, вроде, как будто бы быстрее. 8 штук, и все хорошие, нормальные, как раз такие закидочные. То, что надо. Одна крупная такая попалась. Желтая аж. Так, надо еще кочку найти какую-нибудь. 4 штучки взять, и все. Можно пить чай, одеваться. Че, мало каши, что ли? Ел, бля. О, тречка. Ребят, бегом одеваться. Задубел. Ребятки. Есть 14 штук трудовых. Честно, на 1,5 копал. Ноги замерзли. Ух. Надо одеваться. Кто молодец? Андрюха молодец, правильно. Андрюха красавчик. Ладно, ребят, погнали одеваться.
Че, ребят, чай фруктовый для согрева. Ваше здоровье. Ништяк. Ну что, господа, приступим. Самое основное, тяжелое мы сделали. Сейчас останется, раскинем доночки в количестве 6 штучек. Ну и оставим на ночь, а завтра придем, проверим, что да как. Не знаю, посмотрим. Вода такая холодная, что я надеюсь, что уже налим вышел на охоту. Хотя еще рано для налима. Но лето у нас не важное, так что почему бы и нет. Может и налим будет клевать. Чай попил, вроде как более-менее согрелся. Ладно, начинаем. Ну что, приступим. Сейчас размотаем. Тут у меня еще колокольчики стоят. Колокольчики надо будет снять. Так, ребята, я сейчас отключусь, потому что этот звон, наверное, будет мешать всем. Так, ну что, первую поставим здесь, наверное. Возле этой кочки. Вот так. Надеюсь, вода не прибудет. Обязательно проматываем, ребят, чтобы леска как с катушечки слетала. Чтобы бороды никакой не было. Заброс получился идеальный. Так, эта доночка не длинная у меня. Метров, наверное, 20. Даже меньше, наверное. Ну, донки разные. Я уже примерно знаю, какая донка, какая длины, какой длины. И, допустим, на яме уже где-то можно ставить. Все постоянно спрашивают: Андрюха, покажи монтаж. Ребят, все просто. Ну, самая бюджетная донка, мотовила самодельная. Покупаем только леску, крючки. И все. Леска основная 0,6-0,7. Поводки 0,3-0,4 получается. Ну и грузила тоже плавим сами. Раньше аккумуляторы были, сейчас аккумуляторы принимаю, тяжело найти. Едем на шиномонтаж, берем грузики, переплавляем и все. Грузил получается грамм 180-190, короче. Петля в петлю, поводок, грузила петля. Ну, все просто. Два поводочка. Второй поводочек делаю на высоте, чтобы за вот этот узел можно было закинуть удобней. То бишь, если рост небольшой, допустим, у тебя, допустим, здесь, чтобы по земле не билось и удобно было закидывать. Все, снаряжаем. Ну и крючки, ребят, люблю вот такие мощные, ну и поострее, с миногой. Минога мощная штука. Надо крючки, чтобы острые были. Во-первых, ее не травмируешь. Во-вторых, тебе проще. Так, мы берем миножку, ребят. Буду ставить одну большую, одну маленькую. Вот у нас губа здесь. Делаем надрыв губы, чтобы минога не зарывалась в землю. Так как если это не сделать, то донки простоят просто напрасно. И под хвостик протыкаем. Все. Первая есть. Второй. Такой лайфхак, ребят, чтобы минога с руки не скальзывала. Допустим, берем, кидаем ее в песок, и уже тогда удобно она у тебя, потому что она бойкая. Опять же делаем надрыв и под хвостик. Если пробить, пойдет кровь, то минога может умереть, это тоже плохо. Минога должна быть живая. Все, ребят. В воде получается вот такая штука. Смотрите, ребят, как они играют. Хищник просто не устоит, вообще никакой. В данный момент хищник — это налим, ясь, щука, окунь, ну и может быть стерлядь. Погнали.
Оп. Готово. Все, доночка ложится. Ну, метров 15, наверное, даже. Ну, разные расстояния буду кидать, смотреть. И растяну поворот. Какое-то, я не знаю, какое-то обозначение. Я обычно делаю полосу вот такую. Что здесь донка. Ну, соответственно, кочка, куст, там, не знаю. Потому что если вода прибудет, тяжело будет найти. Идем дальше. Ну, как-то вот так, ребят. Так, там метров 15, это метров 20. Погнали. Отлично. Отлично. Ребят, разматываю донку. Смотрите, кто плывет. Да. Тебе, подруга, на Енисей, блин. Ты что, мне с хорошими вестями или с плохими? Нифига там тетя жаба. Прям ко мне приплыла. Ты с нормальной? Че, ты спалила меня, что ли, подруга? Давай сюда. Давай ко мне. Было бы поменьше, я бы тебя насадил, конечно. Да, не боись, не боись, сам боюсь. Вот это жаба. Смотри, смотри, как гасится, гасится. Ты что гасишься, подруга? Я же тебе за лапу хапну. Ты с хорошими вестями, нет? Мать моя женщина. Ух, какая жаба, ребят, смотрите. Пупырчатая. Ладно, живи. Иди там в стороночку. Пересекла речку, смотри. Бабам, щука на 5 килограмм. Опа. Так, ну метров 20 также, наверное, здесь. Дальше смысла не вижу, там потому что пляж начинается, а галька вот здесь. Ну, соответственно, рыба вся проходит здесь. Опа. Четко вообще, по красоте. Так, отметочка, не забываем. Ну вот, 3 штучки я раскинул здесь. Сейчас за вот этой бочкой поставлю. Там крутит, яма хорошая. Метров 3-4, наверное. Там коротенькую поставим. Может, там что будет. Ну, тетя жаба приплыла, сказала: Андрюха, все, говорит, пучком у тебя будет. Завтра, говорит, с рыбой. Я говорю: все, понял, давай, подруга, плыви, царевна лягуха. Так, ребятушки, ну что? Опа, что за хрень? Это все понятно. Так, что-то перепуталось у меня тут маленько. Вот так. Здесь за вот этой бочкой крутит хорошенько. Ну и яма там намывает. Сюда поставим. Тоже доночку. Опа. Есть такое дело. Все. Хорошо падает. Ну так, разнопланово будем пробовать смотреть. Тут, там. Так, отметочка. Пришел мужичок с собакой, спиннинг кидает. А так, говорит, собакой погуляю. Но мы продолжаем. Ребят, все, дело сделано. 7 доночек получилось, 14 минок, все ровно. Я думал, у меня 6, оказывается 7 донок было. Все как раз точно, четко. 3 получается за будкой и 4 здесь. Не знаю, посмотрим. Недалеко от дома, просто никуда не охота идти. Такая погода, я успел до дождя. Ну и мужичок, я ему сказал же, там доночки стоят. Нет,
Слышу, один раз зацепил, второй раз зацепил и лезет, и лезет. Ну вот, вроде мужик в возрасте, а, блядь, ведет себя как ребенок. Ну все, наверное, ребят, пойдем к родителям домой. Покушаем что-нибудь вкусненького. Ну и завтра, ребят, завтра все будет известно завтра. Для вас будут считанные секунды, для меня целый вечер, ночь и утро. Так что, ребят, до утра, до завтра. Ребятки, остался у родителей дома. Ну, давно не общался, посижу с батей, с мамкой, там, чаечек попьем. Вышел перекурить на беседку. Погода летует, страшно. Но будем надеяться, ребят, на завтра, так что будем ждать. Завтра с утреца пойдем и проверимся. Друзья, доброе утро. Ну, для меня целая ночь, для вас одно мгновение. Все, ребят, иду, 7 утра. Ночевал у родителей. Погода, всю ночь шел дождь. Выходил раза 3, наверное. Короче, погоды не было вообще. Ну что, самое интересное, ребят, сам предвкушение, что да как. Будем проверять, будем смотреть. Посмотрим, что лягуша вчерашняя нам принесла. Рыбу или не рыбу. Короче, ребят, погнали. Дошел до первой отметочки. Сразу поднялся. И сейчас будем спускаться. С той стороны не начал идти, а также поднялся. Вот наша черта. Где-то наша лесочка. Сейчас посмотрим, что с водой. Так. Ага, вот леска. Вижу. Ага, вода прибывает, ребят, смотрите. Причем нормально прибывает. Ну что, первая доночка. Первая доночка. Ну и чувствуется, что рыбы нету. Какая-то трава. Так, первый крючок сбитый. Второй крючок сбитый. Минок нету, ребят, смотрите. Возможно, мелкий голавль или окунь хулиганит. Вчера тут где-то еще с спиннингом ходил, я ему говорю: дружище, говорю, тут донки стоят, не ходи, зацепишь. Вон, видно, следы, лазил тут, короче, я уже собирался домой. Первая донка мимо, и минок нету. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что были бы миноги, было бы непонятно. А здесь как будто бы рыба была. Ну, это мое мнение, конечно. Сразу сматываюсь. Идем в следующий. Так, идем до второй. Эта донка была где-то метров 15 у меня, ближняя. Тут где-то 2, наверное, по метров 20 я поставил. Так, вторая отметочка. Ну, еще 6 донок, ребят, так что все впереди. Не расстраиваемся. Так, ну, натяжения никакого нету. Натяжения никакого нету. Травы, в принципе, немного. Миноги нету. Миноги нету. Что-то вообще непонятки. Мелочушка, что ли, окунек играет или что? Насаживал хорошо. Спокойно. Минок нету. Интересно. Так, идем, третья доночка по этой стороне. И уже остальные донки 3 в яме и 1 на мелях. Кстати, на этой донке, ребят, приплывала лягуха. Сейчас посмотрим, царевна, не царевна. Начинает моросить дождь. Так, вот у нас доночка. Есть какое-то натяжение, но, возможно, травы до хрена. А, ветка какая-то, что ли? Ага. Ветка колом стала. Тоже минок нету, ребят, смотрите. Что за бред, блин.
Все четко. Минок нет, как будто перепроверили. Такое ощущение, блин. Не дала эта местина. А в детстве здесь постоянно на лим выходил. Даже стелить попадалась когда-то. Щука постоянно здесь была. Да вся рыба была. Последние две донки. А вдруг? Что-то очень донка вся около берега. Непонятно. Нет, пусто. Просто течение. Не, главное, минок нету. Мне вот интересно, что за бред такой, а? Кто такой проказник? Ну вот видно, да, что вот одну вот оставили. Смотрите, ребят, что делает. Мелкий головый или окунь. Вот что делает с миногой. Крючки большие и не секется. Это получается на всех. На всех так. Одна только в яме стояла. Миноги живые. Остальных вот миног вообще нету. Но ничего. Надежда умирает последней. Там последняя донка. Там, ребята, рыба. Там рыба. По-любому. Ну, последняя доночка, ребят. Айдай-ка фартанет нам сейчас, а. На килограмма 2. Чего-нибудь. Минок вообще нету. Страшное дело. Стаи окуней или что, блин. Просто жирает насмерть. Просто жирает насмерть. Так, отметочка. Отметочка, где у нас лесочка? Вот она, да? Ну чё, тянем, ребят, потянем. А вытянуть не можем, да? Оп. Да. Беда, в огороде ли беда? Черемуха белая, что же ты наделала? Маленькая миножка живая. Здесь крючочек. Все четко. А жаль. А жаль. Ух ты, ребятки, смотрите. Красноголовочки прямо возле тропиночки стоят. Раз, два. Можно походить, пособирать. Жарежка будет. Тут можно походить. Ага. Ништяк. Иду с рыбалочки. Ну, тут недалеко от поселка красавцы стоят. Вышли. Сейчас походим, посмотрим вдоль кустиков. Вдоль кустиков походим. Мы посмотрим. Не повезло с рыбалкой, так повезет с грибами, да? Ну, грибы только-только начинают. Так что жарежка будет. Прямо возле дорожки. Красота. О, какой малыш, ребят, смотрите. Чистенький. Просто огонь. Тара-тара-тара. Малиночка. Малиночка. Витаминчики, ребятушки. Дикая. Вон сколько тут малины, смотрите. Нормально можно собрать. Вместе с борщевиком растет, бля. Ништяк. Бомбочка.